Маждолца, хамсерногоси, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас, как видите, идет дождь, он вроде бы сегодня и перестал идти, но снова начался дождь. Вчера был очень сильный, сейчас я вам вставлю, как он начался вчера, после этих моих слов. И всю ночь он лил просто, а во многих местах, так, ищу тряпочку вроде бы, в Чечне везде пишут, что он очень сильный был. Даже ураган был, где-то и крыши посносило, вернее. Так, сейчас нож возьму. И, мои дорогие, сейчас я не в кадре. У нас под навесом же я как вынесла печки под навесом. Но холодно, сегодня будем кушать в кухне все-таки. Но печки заносить не буду, потому что у меня свадебный заказ послезавтра получается. И там будет жарко все равно. Так, что? Мы на днях готовили, я готовила на днях жаркое на продажу. И потом и самим нам захотелось его сделать. И сегодня я тоже еще хочу просто нам быстренько поставить, потому что у меня сегодня тоже заказ такой. Ну, он на завтра, но мне нужно будет его подготовиться к завтрашнему дню, потому что заказ нужно отправить утром рано. Поэтому вот как-то так. Так, тут у меня курочка. Быстро ее поставлю в духовку на обед. Очень холодно у нас. Ну, как очень холодно. Для лета холодно. 16 градусов всего только тепла, друзья. У меня снова не получается снимать как-то. Поэтому быстренько сейчас вам поснимаю. У меня еще заказ полуфабрикатов. Где-то, наверное, часов до 4 я буду делать полуфабрикаты. А потом уже сделаю подготовку к завтрашнему заказу. На завтра там у меня индейка. Там у меня... Что там у меня еще? Два или три, точно не помню. Записано где-то, надо будет посмотреть. Эти овощные блюда, которые... Ой, ассорти блюда, которые я делаю. Что там у меня еще? Баранья ножка и индейка. Все, по-моему, да. И, по-моему, для кебаб еще тоже нужно. Но для этого все подготовлю, как бы. Так, что дальше? Теперь, сейчас я не принесла ложку. Быстро замариную. Так, ну и быстренько сейчас я приготовлю для нас на обед жаркое. Стоять оно у меня не будет мариноваться, это будет быстро происходить. И потихонечку вам расскажу, что же я делала, да. Ну, в принципе, многие знают, что я делала. Конечно, делала заказы. Так, значит, тут на одну курочку столовая ложка соли у меня. Чуть-чуть так вот аджики остренькой. Но она не очень острая, поэтому чуть-чуть красного перца я добавлю. Так, и чесночный перец, наверное, добавлю еще. Сейчас принесу. Так, у нас света нет, самое главное, друзья, во всем селе, да и, по-моему, и даже в городе нет света в Назране, в некоторых местах. Очень плохая связь. Но у меня, конечно, благодаря моим подругам есть генератор, который дает нам электричество. Так, немножко соевого соуса. Ну все, друзья, на глаз, как видите, у меня. Так, что добавила? Растительное масло немножко еще добавлю. И все. Буквально 1-2 ложки. Теперь все это перемешаю. Паприку не принесла. Сейчас еще нужна паприка. Все, когда не на месте, не на кухне готовишь. Сложновато бывает. Так. Ну и добавлю просто так на глаз. Ну, для вас, наверное, где-то столовая ложка паприки на одну курочку. Тут, правда, немножко грудинки не хватает. Пол грудинки мы использовали на другое. Так, все. Это теперь пусть стоит. Сейчас сполосну руки. Так, у меня и лилии, как вон, я не знаю, видно или нет, упали лилии. Все-таки вчера был у нас ветер.
сильный, но не такой сильный, как показывает, что был в Чечне. Так, значит, сейчас я быстренько картошечку приготовлю. И все вместе в рукав и закину. Буквально минут 40, наверное, будет готово. У нас небольшая проблема в хозяйстве. Заболели овцы. Хотя и были, прививка, или я не знаю, сделано заранее, были уколы, но все-таки они приболели. Эти 2 дня мы только и занимаемся, что только нашими овцами. И уколы от клеща сделали, и искупали их, и антибиотики покололи, и температуру сбивали. Но это все не помогло эти 2-3 дня. Сегодня вот ждем ветврача, чтобы поставил капельницу. Конечно, очень бы не хотелось. У нас там баран племенной, большой. Потерять этого барана. Ну и, конечно, хоть кого не хотелось бы, конечно, потерять. Короче, заболела у нас на данный момент, заболело всего 5, 2 уже получше. Но вот 3 никак не приходят в себя. Они, правда, не очень прям вот в таком плачевном виде, но тем не менее. Маленький вообще сегодня температурил. Вот, ждем ветврача. Конечно, здесь трудно дождаться в ветврачах, тем более хорошего. Ну, консультируют нас по телефону вроде бы, и препараты покупаем. Будем надеяться, что выживут они у нас. Будет обидно. Ну, а нет, так значит не судьба. Вот так вот. Взошли мои немножко растенюшки, которые я посадила. Это салатики, укропчик. Что там еще? По-моему, в 2 лунках кабачок. Вот по 3 штуки сажала, но зашел только по одному зашло кабачку. Цветочки цветут. Было очень жарко эти 3-4 дня, просто вот невыносимо жарко даже. Мы, по идее, даже и заказы не могли делать. Там еще чай дали. Но вот сегодня резко похолодало. Вот такие дела. Сегодня, по-моему, у Аишки последний выпускной день. Аиша уходит уже из садика. Так, ну вот все. Поехал за ветврачом. Обещал он приехать. Вы знаете, действительно, много чего и за людей переживаешь, и за животных переживаешь. Конечно, это все нервы. Хоть и животные, не хочется на них. Сын вообще сильно переживает. Они же такие становятся вялые, с такими потусклыми глазами, потускневшими. Просто на них бывает страшно смотреть. Он вообще за это переживает очень. Он хоть и телят убрал, там много нам насчет этого тоже писали, но не хочет он. Вообще-то он еще у него в планах дальше, не знаю, не буду говорить, это его план, это его дело. И овцы тоже это его. Пускай занимается. Не захочет, продаст. Это личное дело каждого, да? Чем и как занимается. Вот. Он еще купил на днях, по-моему, сколько? 4 больших, получается. И 3 маленьких, да. Овец купил. Сейчас, если честно, я не помню, сколько у нас их было и дома. Где-то 10, наверное, было. Не считала. Я вообще не касаюсь овец. Просто единственное, сейчас они заболели, я ему помогаю там мерить температуру, уже делать уколы. Вот в этом плане, да. И я, и младший сын помогает ему. А так он смотрит сам. И почему я об этом говорю? Потому что когда мне опять вы скажете не замечать комментарии, но все равно был комментарий, что вот у вас еще и овцы, у вас то, у вас это, и типа невестка не выйдет за вас, девушка за вас не выйдет замуж, что еще и за скотом надо будет смотреть. Нет, за скотом у нас женщины не смотрят. Если была корова, я бы ее доила, и все. Никогда, вот сколько себя помню, я вот только один раз еще оставалась так месяца на 2 без
коровы. И вот сейчас, получается, где-то полгода у меня нет коровы, да. А так все время у меня были коровы, и за все время, что у нас были коровы, мы никогда, женщины, кроме того, что мы их доим, мы больше к ним не подходим. Кормят они, убирают они за ними, встречают, выгоняют. Все делали у меня мальчики. Так что никаких, нам, женщинам, делать нечего, тем более с овцами. И овец спасут они сами. Просто иногда ему приходится там на минутку отлучиться, на 10 минут отлучиться. За это время немножко могу выйти и постоять рядом с ними, чтобы они никуда не убежали. И все. А так, чтобы мы самостоятельно это делали и смотрели, такого не бывает. Поэтому не переживайте. Так, сейчас я не буду больше пачкать, наверное, чашку, и там буду мешать. Так, это у меня вот такая вот метражная, метражный, как он называется? Скажите, пожалуйста. Рукав для запекания. Но это не рукав запекания, а вот он бывает в кондитерских, вот такой вот метражный. Очень удобный тоже. Но можно и в рукав просто. Это будет, во-первых, быстрее, сочнее и вкуснее. Так, я сейчас просто курочку сюда выложу. Вот так вот. Что надо было, наверное, побольше. Противень, сейчас посмотрим. А это сюда. И перемешаю. Так, сюда я тоже добавлю соль. Не знаю даже, как идет съемка. Ибрагим мне поставил на штатив и убежал. У него нет терпения стоять рядом со мной. Так, поменьше где-то чайная ложка, потому что здесь в этой аджике тоже соль. Так, и, друзья, и в этой приправе тоже вот я добавляю вот эту вот приправу и к супам, и ко всему, и очень вкусно получается. И вот овощам, если запекаются или еще что-то. Тут тоже очень много соли, поэтому солью нужно осторожно. Так вот добавим на глазок. Так, сюда соевый я не буду добавлять. Да и растительное масло не буду добавлять. Что я сюда еще добавлю? Паприки немножко добавлю. Так. Столовую ложку. Чесночный перец добавлю. Ну и свежий чеснок тоже не помешает. Так, сейчас минутку. Схожу за чесночком. Так. К сожалению, друзья, конечно, у меня не бывает времени снимать, как бы хотелось. Поэтому сейчас буду отвечать немножко, пока вот готовлю. Еще раз скажу, что я это готовлю для себя, не для заказа. Пишут много вопросов про блюда, которые у нас готовятся, и спрашивают, а как они разогревают, что они делают, как ставят. Нет, эти блюда в основном не разогревают. В принципе, вот когда заказывают отдельно, не на свадьбу, они практически уже в горячем виде, хотя бы в теплом виде доезжают, конечно, и поэтому их разогревать не надо. А так и на свадьбу не разогревают. У нас дело в том, что то, что вот мы готовим на заказ, это практически все идет в холодном виде, ставится, хотя все эти блюда, конечно, очень вкусные в горячем виде. Если бы, конечно, можно было бы подавать их в горячем виде, это было бы прекрасно. Так, все-таки я немножечко добавлю растительного масла, чтобы все эти специи лучше соединились с овощами. У нас в горячее блюдо подается, друзья, для горячего подается мясо отварное, любое, или баранина, или говядина. Это беспрекословно. Какое бы ни было мероприятие, в основном, чтобы хотя бы, если даже просто приглашаем гостей, у нас, если нет хотя бы одной тарелки мяса, очень редко бывает, чтобы не было на первое мясо, не обязательно галушки, но мясо должно быть. Мясо, бульон и подлива картофельная практически всегда на всех столах у нас присутствует, если приглашены гости, там маулид читают, или свадьбы, или какое-то большое застолье для чего-то. Обычно мясо должно быть. Сейчас в последнее время стали и запекать мясо, чтобы было горячее, сразу же ставили.
Обычно еще как индейку в вареном виде ставят, тоже в горячем виде, с бульоном, может быть с галушками, может быть без галушек, потому что и бульон, и подливу могут и с хлебом поесть. Не всегда галушки бывают у нас. А что еще? Ну, я типа как бы вам и на вопросы отвечаю. Хотя спешу, да? Что еще у меня был там вопрос какой-то? Иногда, в принципе, вот говорят, что одно и то же вы готовите, у меня и такое было. Дело в том, что, друзья, от того, что вот я, например, мы там взяли что-то на свадьбу, да, свадьбу приготовить, они же и сами что-то готовят. Они могут приготовить, как я сказала, мясо отварное, может быть мясо запеченное, они сразу сами с вами ставят. Они могут голубцы сделать в горячем виде, подать. Вот то, что в горячем тефтели обычно делают дома, им проще и поставить, сварили и все. Чтобы в духовках, все-таки у нас дома у обычных людей, ну, одна духовка, да, иногда, ну, максимум, может быть, две, во-первых, и все это приготовить они не успевают, поэтому что-то готовят у себя дома, а что-то заказывают. И такое бывает. Во-первых. Во-вторых, тут мне еще писали, что вот постоянно одно и то же готовите, да. Я еще смотрю по заказу, если я смогу этот заказ сделать одна, или хотя бы, вот если вдруг приедет дочка с дочкой, то беру. Если заказ большой, объемный, там, если много салатов, много рулетов, много всего этого, я уже вижу, что это не по моим силам, я просто этот заказ не беру, понимаете? Поэтому у меня более-менее однообразие, которое я могу без чьей-то помощи сама сделать. Вот поэтому у меня идет однообразие. Мне не сложно там пожарить курочек, мне не сложно там запеканочки какие-то сделать, да. Ну, то, что я всегда готовлю на канале, мне это не сложно. А уже когда более объемная работа, если там очень много чего, то уже мне бывает сложновато, и я просто не беру этот заказ. Так, все. Все. Конечно, можно было бы противень побольше, ну ладно. Пожарится. Так, все завернули. А вы, если у вас нет этого, то просто положили в рукав. И минут на 20, на 30 по своей духовке, на 180 градусов поставили в духовку. Примерно, потом открываете, смотрите, если картошка уже сварилась, то и курочка уже сварилась, потому что курочки быстро готовятся. И это самое. Открываете и минут 10 уже в открытом виде, чтобы она немножко прожарилась. Блюдо наше было такое красное, да? Все, тем временем сейчас я быстренько сделаю салатик. Вернее, не салатик, а малосольные огурчики. У меня там огурчики пропадают. Надо быстро их замариновать. Приберу здесь, и мне нужно на кухне полы помыть. А потом к вам подключусь. Уже, наверное, с готовым блюдом. Сейчас быстро поставлю это в духовку, может быть, и поговорю с вами, пока оно будет жариться. Потому что, может быть, даже ветврач, который придет капать, не может быть, а скорее всего, капать-то долго, тоже приглашу к нам за стол. Если что, если ветврач у меня будет обедать, значит, я снимать не буду. А у меня есть уже снятый этот ролик, как я уже готовые блюда вам показывала. Позавчера, по-моему, да, позавчера готовила. Поэтому вот как-то так. Так, это все теперь обратно на кухню. Здесь у меня нет мойки. Так, что? Я ходила, о чем-то думала, и все вылетело из головы, пока снимала, да? О чем поговорить. Когда комментарии читаешь, думаю, ну вот отвечу в комментариях. Ой, отвечу в ролике на комментарии. Так, что у меня там было? Насчет посуды, магазинов посуды. Так, девочки, эти два магазина, которых я показывала, они один в Плиево, а один в Сунжи. В Плиево это более дешевая посуда, и по качеству дешевле она, и по цене, конечно, тоже она дешевле. А в Сунжи там посуда есть и премиум класса, как бы говорят, да, и есть эконом класса. Но в основном там более-менее такая дорогая посуда. Там чешская была у них посуда. Еще откуда они сказали, еще чья-то посуда была. Вот не вспомню, чья. Алло? Вяну. Откачку. Так, все, наверное, у нас бензин закончился в генераторе. Уже свой звук издает.
Бензина, конечно, очень много жрет. Ой, со вчерашнего дня, где-то с 4, по-моему, дня у нас он практически, ну, ночью, конечно, мы его не включали. Моим морозильникам хватило, если их не открывать, то на 15 часов уже они держат мороз. Ничего страшного. Вот как-то так. Что еще вам рассказать? Очень холодно, как я сказала. Ну, больше, по идее, у меня новостей нет. Вот то, что идет. Ну, я сегодня ответила, как вы рассчитываете стоимость на заказы. В основном, вы знаете, мы так, на это у нас и, в принципе, такие единомышленники, группа такая у нас, которая вы видели, что мы отдыхаем, встречаемся. Мы общаемся каждый день, советуемся, спрашиваем. Мы как-то вот друг друга спрашиваем, сколько стоит, смотрим по разным, кто как продает. А вообще, по идее, это как себестоимость обычно плюс 30-40% от себестоимости добавляется на стоимость продукта. Вот как вычисляется. Что у меня еще там было? Надо вообще-то, просто не бывает времени выписать вопросы. Все, генератор сдох. Выписать вопросы и ответить на них, как бы. Постараюсь я. Писать, конечно, очень долго, и у меня не бывает времени. А так я читаю все ваши комментарии, всем вам благодарна безмерно. Практически 99,9% все они хорошие. Но, конечно, кто-то что-то по-любому свое мнение выскажет. Это в порядке вещей, ничего страшного. Поэтому я и этим комментаторам говорю. Вот насчет овец ответила, что если даже у меня будет сноха, то за овцами ей следить, конечно, не надо будет ни в коем случае. Птицы, как видите, у меня нет, 5 цыплят всего, так что и за птицей ей не надо будет следить. Просто эта женщина очень переживала за нас, что за моих сыновей никто не выйдет замуж, потому что у меня очень много готовки, у меня очень много посуды мыть, у нас скота много, у нас всего много, короче говоря, и огород, и то, и все, и ни одна девочка не согласится выйти замуж за ваших сыновей. Не выйдут, значит, значит, не судьба. Мы за это не переживаем. Вот как-то так, друзья. Ну что, все, наверное, сейчас быстренько уберусь. Надеюсь, я вам не надоела своей болтовней. Как я сказала, у меня большой заказ полуфабрикатов. Да, и сегодня этот заказ я должна выполнить. Сегодня среда. Уже завтра нам привезут, скорее всего, мне опять придется или кого-то просить с собой, потому что дочка вряд ли сможет приехать, у нее заболел малыш. Скорее всего, кого-то в помощь мне надо будет позвать. Я-то рассчитывала на ее помощь, но посмотрим еще. Уже с завтрашнего дня тоже к свадебному заказу буду готовиться. Там есть у нас и рулеты, и, там более-менее объемный заказ, поэтому надо готовиться уже с четверга, с пятницы. Мы это все подготовительное делаем, ставим морозильники. А в субботу уже потихонечку это, что можно заморозить, конечно, что нельзя, мы не замораживаем. Просто у меня нет холодильников. Было бы здорово, если бы были большие холодильники, чтобы замариновал, поставил в холодильник, не замораживая. Но по идее, когда ты загружаешь морозильник большим объемом продукции, он и не сильно морозит, он только так немножко прихватывает, не замораживается, потому что в сутки 12 килограмм только морозит, а там, если я поставлю побольше объем, они так у меня стоят в холодном виде, даже не замораживаются, поэтому могу себе позволить пользоваться морозильником как холодильником. Вот такие вот дела. Рассказала вам о своих планах на эту неделю. Конечно, сегодня я сниму этот ролик, уже завтра, послезавтра вряд ли. Может быть, подготовительное еще и будет у меня время понемножку, если даже не все подряд, но понемножку подключаться и показывать вам. Хотя ничего нового, как писала эта подписчица. Все старое, ничего нового не придумать. Да, и вообще, во-первых, знаете, что-то новое придумать, конечно, сложно. Можно было бы очень много чего придумать. Во-первых, конечно, свадьбы большие, огромные, людей много. Иногда бывают свадьбы и на 500 человек, и на 250, и на 300 человек.
люди не смогут себе осилить какие-то изысканные блюда, там, дорогое что-то. Это в порядке вещей, ничего в этом страшного нет, что делаются практически одни и те же заказы. Да, есть кто готовит и дорогие блюда, и осетрину ставит, и много чего, и разные салаты, которые нужно прямо там дома или прямо в ресторане делать. Есть и такое. Но мы готовим, как бы, вот, знаете, действительно для эконом-класса людей. Мы не готовим для премиум-класса свадеб, таких вот огромных, дорогих. Вот поэтому и более-менее как-то однообразие. Но хотя мы стараемся и разнообразить, и что-то новенькое придумать. Я бы не сказала, что у нас всегда однообразно. Каждый раз, когда я что-то показываю, мне очень много женщин приходят в личку, спрашивают, а это как приготовили, а это что. И когда заказывают, тоже спрашивают, и ну, что-то мы по-любому немножко двигаемся, продвигаемся и предлагаем. Опять нам нужно это все учитывать, что от нас это надо увозить. Да, еще спрашивалось, 30 тарелок у меня салата было в одном ролике, как это все можно увезти, не повредив салат, да. Ну, обычно вот пластиковые ящики из-под фруктов, вот мы их в магазине иногда выкупаем, иногда они нам так их дают, но они, наверное, где-то и в продаже есть. А потом покупаем картонные такие для овощей ящики, и уже туда в ящики складываются, и ну как бы один поперек, второй стравится вот так вот пирамидкой получается. И так на такси, иногда на такси, если они на такси, а иногда они сами, в основном даже сами приезжают на машинах и забирают свои заказы. А иногда просто даже вот то, что мы приготовили в своих вот этих вот этих подносах больших, они тоже глубокие, их тоже можно, ну, вот так вот ставить, делать тоже пирамидку, и тоже нормально они доезжают. В плане этого так. Если вдруг нам заказали тефтели и голубцы, они, как я сказала, обычно идут в горячем виде. Если наши заказчики соглашаются, мы их делаем и отправляем в таком неприготовленном виде. Они утром заливают бульоном сами и сами кипятят. Ну, там минут 15-20, ну, макс, ну, да, ну, полчаса, не больше. Пока там они накрывают, это все у них варится, и они в горячем виде могут подать. Но если они хотят и это, чтобы мы приготовили уже в горячем виде было, в смысле в готовом виде было, это мы уже утром рано в воскресенье варим. Если в отварном виде нужны перцы, а если запекать, то запекаем уже с сыром, и это уже отправляется утром. И вот в летний период, когда жарко, салаты мы тоже делаем, хоть какой салат бы не был, с майонезом, без майонеза, что бы это ни было, мы его делаем утром. Мы встаем где-то часов в 4-5 утра, делаем, ну, если они мясные, то мясо, конечно, курица или говядина, заранее мы ее отвариваем, вечером на полоски разрезаем, кладем в холодильник, с мясом ничего не бывает. Но вот овощи, когда все-таки они сок пускают, особенно болгарский перец тоже быстро прокисает, это все, конечно, режется, делается и уже полностью заправляется только просто перед тем, как от нас увезти, чтобы это не прокисло. Точно так же мы делаем печеночные тортики, печеночные вот эти вот оладушки, шарлоточки мы их называем. Их тоже мы собираем только в воскресенье утром. У нас свадьбы всегда, ну не всегда, конечно, практически всегда играют в воскресенье. Редко бывают по субботам и иногда играют со среды на четверг, или в четверг, или в среду. Но это редко. В основном свадьбы все в воскресенье. Поэтому вот как бы в день свадьбы мы делаем, заправляем то, что может прокиснуть, то, что может не стоять. Поэтому это, конечно, не очень легкая работа, вообще не легкая работа, и работа ответственная, и переживаешь, и за вкус переживаешь, и за то, что пропадет, переживаешь, и за то, что вдруг ты можешь не успеть. И физически нелегкий труд, и морально тоже, я бы сказала. Ну вот как-то так. Ну, это я просто рассказываю, потому что, девочки, много вопросов, поэтому более-менее, может быть, это будет для вас ответом. Вот так вот. Отдыхаю.
тоже многие пишут, что не отдыхаете. Нет, я отдыхаю. Вчера практически вот ничего не делала, хотя были и заказы, но день прошел просто так. Немножко по огороду, ну как по огороду, по своим цветочкам прополола. Что я еще сделала? Посадила несколько кустиков этих. Там уже у меня цветочки тоже, там немножко прополочку сделала. Тут хорошенечко этот газон пролила вчера, ставила вертушечки везде, а потом такой сильный дождь, не знаю, что это с этого будет. Но в этом году этот газон, конечно, не будет таким, он как-то у меня и выскочил с огрехами. Но на будущий год, наверное, будет получше, потому что и планы еще тут по-другому все распланировать, то там у сына какие-то другие планы, я не знаю, что он тут будет делать. Это должно убираться, ну, короче, тут много чего, что должно переделаться, но как получится, как я сказала, потому что по времени не просто это все не успевают. Я ему что-то скажу, насчет там, мне что-то там нужно сделать, тут нужно сделать, он говорит, мам, подожди, это все вместе я просто не осилю, поэтому пока пускай, думаю, работают. Когда уже между тем, если будет окно между работами, вот тогда уже что-то предприму, попрошу их, что мне нужно сделать. Купленные у меня стоят хризантемы, 10 кустиков. Вчера не успела посадить, и сейчас, как видите, дождь. Ну, как только дождь перестанет, как раз погода хорошая сажать цветы. Все, ну, наболтала я вам, конечно. На 2-3 дня наболтала, получается. Так, ну, как я и говорила, друзья, я покормила нашего гостя. Теперь будем кушать мы. Очень вкусно получилось, очень удачно. Ну, в принципе, что это, да, курица с овощами. Так, первым делом собираю баранью ногу. Попросила Танзилу фольгой хотя бы индейку мне помочь. Потому что сегодня я работаю одна, без Мадины. Так, грибы мы на шпажку соберем или просто будем кидать? Просто, да? Так я тебе не могу. Так. Значит, тут у нас обжаренные в масле грибы. Болгарки тоже пожарил? Да. В одном месте положить или как ты думаешь? В одном месте бери. Вот я черри еще тут поставила. У меня же это еще есть. Что? Купили же для оформления. Так. Хватит тебе? Цветочков. Попросила Танзилу цветочков себе нарезать. Так. Мы, знаешь, еще что не купили? Лимон не купили. Она сказала лимон не ложить. Да, так. Кумкват это купили. Ну да, сейчас. Подожди. Вот помидоры. Просто баранья ножка такая у нас какая-то своеобразная сегодня. Все хорошо. Баркала. Все. Всегда за это оформление переживаю. Я, если честно, не очень-то умею красиво оформлять. Хотелось бы. Хотя пишут девочки, что все нормально, все красиво, но... Так, а здесь что я положу? Цветочек. Просто цветочек? Да. Их же много. Есть еще есть, ты купила. А эти нарезать надо? Да. Так, ну все, ножка
Так, более-менее. Дай, подай салфетку. В принципе, все, наверное, сюда больше ничего и не надо. Все. Давай это пока отставим. Так, сюда индейку, да? Так, дай мне вон эти. Ух ты, был. А сейчас, бля, ну как. Тут может булгас. Так, для себя ты снимаешь, да? Все. Так, мы собираем в их блюдах, и мне не очень нравится именно форма, потому что они глубокие, а это все нужно собирать более плоской, чтобы вот это вот все друг на друга же нельзя накладывать. Так, по-моему, у меня нет микрофона. Так, повторюсь еще раз. Блюда их они прислали заранее, но дело в том, что блюдо очень глубокое и неудобно. Так, здесь, по-моему, я только 4 положила, да. Их как-то неудобно здесь мне накладывать. Я даже не знаю, как это все оформить. Потому что с майонезом это все вместе совмещается. И главное, я очень не люблю, когда меня ждет такси. А такси уже у меня во дворе даже стоит водитель. Просто мы вызвали заранее, потому что ехать заказу далеко, в Троицкое. А если не вызвать, то иногда такси задерживается до назначения такси. Прям иногда даже минут 40 ждать приходится. Ну а так мы просто заплатим сами за то, что он нас ждет. Ну, так вот такие вот нюансы, мои дорогие. Это не, как я уже говорила вчера, это не очень-то легкий труд, это нервы, это, можно сказать, стресс. Но благо дело из-за того, что я начала переживать, Танзила хоть немножко решила мне помочь, хоть чем-то, хоть оформлением. И вот эти вот цветочки вырезать я не умею, если честно. У нее хорошо получается, у меня нет. Потому что, как я сказала, Мадина пока мне помочь приехать не может. Подай цветочки, пожалуйста. Так, я даже не знаю. Наверное, может, только один я посажу. Или ладно, пусть будет вот так вот. И с заказом у нас еще 20 штук. Люля. Мариновать лук не стала, потому что он становится мягким и не очень-то красивый получается, когда его везут уже. Так что просто так. И там в комментариях у меня было суетиться, все такое. Девочки, как не суетиться, если у меня уже 10 минут машина ждет во дворе. Очень много нюансов с этой отправкой, именно с отправкой. Вовремя заранее не позовешь, опаздывают они. Раньше времени позовешь, вот закон подлости, они приезжают быстро. Вот сегодня мы только позвали, нам уже назначили машину.
Все, вот отправляется. Немножко выдохнем. Самое главное, попался очень хороший водитель. Ничего, как я подожду, счетчик не тикает. Так, микрофон не рядом, я не знаю, слышно меня или не слышно. И снять для вас хочется, а что-то сниму, потом начинаю писать. Так, где отнесет мне? Последняя индейка. Все. Так, ну что, мои дорогие, после того, как я отправила заказ, я почистила вот эту вот печку. За собой потихонечку убираю. Поставила варить мясо, как видите. Я ее сначала поставила на этой печке варить, потом помыла эту, переставила сюда, и теперь буду мыть эту печку. Ну, мясо у меня, не скорее всего, а не сварится на обед, потому что поставила поздновато. Сейчас прикрою крышкой, и оно будет томиться понемножечку. Это мясо баранины. У нас оставалось еще с этого, с Курбан-Байрама. Не все мы поели. Там, ну, тут шея и кусочки ребрышек остались. Вечером, наверное, поедим. Тут поставила кастрюльку для пельмешек, потому что мальчики хотят кушать. Так, что? Ну, там на кухне мне еще нужно, конечно, убираться. Противни несколько штук остались. Эту печку почистила, как видите. Ну и, конечно, вот производственный тут тоже бардак. Этот стол прибрать нужно. Ну, короче, идет процесс уборки везде после того, как я отдала заказ. Вот как-то так, мои дорогие. Потихонечку, сейчас быстренько все придет в порядок. Сейчас уже 12:30. Уже надо идти на намаз. Вот такие вот дела. Ну, наверное, этот ролик я на этом закончу, мои дорогие.